До начала традиционного послания главы Якутии государственному посланию Илтумен остается чуть менее получаса. И перед этим важнейшим событием мы вспомним послание прошлого года, основные его положения, а также озвучим прогнозы по содержанию нового документа. В студии работает Надежда Саханская. Здравствуйте. Ну а вспомнить прошлогоднее послание нам поможет сегодня Станислав Иванов, председатель Общественной палаты республики. Станислав Семенович, рад приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. Давайте, наверное, начнем сначала с ожиданий. Какие у вас ожидания от предстоящего послания главы Якутии Госсобрания Илтумен? Да, действительно, сегодня состоится, наверное, очень значимое, очень важное событие. Ежегодное послание Государственному собранию Илтумен. И сегодня, я думаю, что будут озвучены руководителям нашего региона основные направления нашей работы на ближайший год. Конечно же, будут подведены общие итоги, то, что вы сказали, итоги работы за вот этот 25-й год, то, что было озвучено в послании прошлого года. И будут взяты ориентиры на ближайшую и, я думаю, что и длительную перспективу, то, как мы должны будем вместе все идти и развиваться, как наша республика будет продвигаться по этому пути. Если говорить о послании прошлого года, то действительно в этом послании вот можно было обратиться к источникам и, в принципе, посмотреть, что в своем послании Арсений Сергеевич в прошлом году уделял очень большое внимание, конечно же. Начнем с того, что год был объявлен годом защитника Родины. И много очень работы было направлено в этом направлении. Да? То есть это поддержка семей участников СВО, волонтерская деятельность, которая действительно у нас очень на высоком уровне развивается в республике. Об этом надо сказать. И отметить все улусы, где люди по своей воле, не из-под палки, понимая то, что наша помощь может каким-то образом помочь ребятам там, оказывают всяческую, начиная от шитья и маскировочных каких-то приспособлений, скажем так, да, палатки, навесы, одежда камуфляжная, предположим, ну, заканчивая тем, что и, значит, готовят продукты, увозят в большом количестве. То есть эта работа просто колоссальная. Поэтому вот этот год, который был еще и проходил под эгидой года 80-летия Великой Победы, он, в общем-то, дал возможность народу, нашим жителям нашей республики мобилизоваться и показать то, чем мы сильны. Мы сильны нашей дружбой, мы сильны нашей крепостью наших уз, и то, что вот тот принцип, о котором говорят, своих не бросаем. Вот, поскольку от мала до велика все стараются каким-то образом включиться в это общее большое дело. Конечно же, это то, что касается года защитника Родины. Но в своем послании в прошлом году Арсений Сергеевич говорил много и о том, что идет поддержка социальной сферы. Это поддержка семьи, говорилось о том, что необходимо увеличить выплаты семьям с детьми при рождении второго, третьего ребенка, насколько я помню. Вот. Кроме того, в его выступлении говорилось о том, что необходимо в школы вернуть школьных медиков, потому что здоровье школьников, тех детей, тех людей молодых, которые придут следом за нами, это очень и очень важно. Здоровая нация, крепкая нация, сильная нация имеет возможность двигаться вперед уверенно. Вот. Конечно же, очень много было сказано о развитии экономики нашей республики. Это строительство и газопровода в районе Кызылсыра, и строительство новых объектов, ну, в первую очередь социальных объектов, да? Школы, детские сады,
предположим, объекты соцкультбыта, клубные учреждения, которые являются на селе тем местом, где люди собираются и проводят свое время. Вот. Ну и было сказано о развитии системы здравоохранения и образования. Но это, наверное, те основные направления, которые лежат на поверхности, то, что беспокоит и волнует всех жителей нашей республики. Это вот относительно послания прошлого года. Вот. Ну, наверное, прогностика – это очень неблагодарное дело, да? Я думаю, что в какой-то степени да. Потому что здесь можно фактически выиграть с вероятностью, с долей вероятности 50%. Или да, или нет. Но все-таки я думаю, что Арсений Сергеевич никогда не боится поднимать острые вопросы и острые проблемы. Поэтому я думаю, что вот то, что сейчас всех беспокоит, жителей республики, везде, фактически и в отдаленных, и в арктических улусах, конечно же, это, наверное, вопросы ЖКХ, жилищно-коммунального хозяйства, потому что эта тема очень проблемная, очень злободневная, на нее обращают внимание все, и в частности, вот даже Общественная палата тоже сейчас готовит новый проект общественного контроля за объектами ЖКХ, о правильности и целевом использовании тех финансовых средств, которые мы, как жители, как пользователи услуг ЖКХ, оплачиваем. Поэтому сейчас прорабатывается целая программа, по которой мы, как Общественная палата, будем осуществлять общественный контроль системы ЖКХ. Конечно же, волнует, я думаю, следующий вопрос многих жителей республики – это финансирование бюджетной сферы и то состояние, в котором находится. В частности, вот к нам в Общественную палату обращаются и письма, и звонки относительно школьных учителей, относительно образования, сферы образования. Вы, наверное, знаете, тоже слышали, что поднимаются разные вопросы, и сейчас работает Министерство образования над этим вопросом, но это не сокращение в том плане, как вот где средства массы наши, не средства, а социальные сети пишут, да, сокращение, увольнение там и прочее. По тем методическим рекомендациям, которые существуют, ставятся перед Министерством просвещения Российской Федерации, которые спускаются уже на наш уровень, идет оптимизация, то есть в соответствии с количеством учащихся или количеством детей, посещающих те или иные образовательные объекты, идет уже оптимизация, но с той целью, чтобы те дети, которые имеются там, они получали качественное и полное образование, то, которое соответствует и закреплено Конституцией. Поэтому в этом отношении никаких ущемлений, никаких бездумных каких-то там действий предприниматься не будет. Все это строго просматривается, выстраивается определенная вертикаль контроля, поэтому здесь, я думаю, что особо беспокоиться не стоит. Вот, конечно же, следующий вопрос – это предпринимательская деятельность. Она тоже волнует. Малому бизнесу все труднее. Да, малому бизнесу очень трудно становится. Мы все находимся сейчас, к сожалению, под гнетом внешнего воздействия, да, и поэтому есть определенные нюансы. Тем более, что в этом году вступит в действие новый закон для предпринимателей, поэтому на площадке Общественной палаты вот буквально в ноябре месяце мы встречались с Галиной Иннокентьевной Данчиковой, депутатом Государственной Думы, как раз с предпринимателями, теми людьми, которые занимаются малым бизнесом, потому что у нас в республике, к сожалению, да, мы можем только так, как у нас население мало, так как у нас ресурсы ограничены, так как у нас есть определенные природные условия, поэтому только, наверное, малые предприниматели, ну не только, малые предприниматели имеют возможность поддерживать торговлю и развивать бизнес на местах и в улусах в том числе. Вот, поэтому с этой темой мы встречались, подготовили проект решения
И это решение было направлено в соответствующие органы, в том числе Галине Иннокентьевне тоже переданы. Станислав Семенович, я предлагаю сейчас переместиться в зал Республики, потому что там тоже наша съемочная группа работает. Посмотрим, что происходит у них, потому что до самого послания остается совсем немного времени. В зале Республики, где пройдет событие, завершаются последние приготовления. На связи со студией мой коллега Петр Васильев. Петя, приветствую. Какие ожидания у общественности от грядущего послания? Надя, я тебя тоже приветствую. Действительно, у нас здесь в зале Республики происходит много чего интересного. Пока остается чуть меньше 15 минут до того, как глава Республики Александр Сергеевич Николаев огласит послание Государственному собранию ИЛТУМЭН. Буквально 15 минут. Тем не менее, гости, члены правительства, члены Государственного собрания, общественники уже занимают свои места. Давайте кратко подглядим за тем, что сейчас происходит в зале. Традиционно на первых рядах члены правительства и депутаты Государственного собрания. Обратите внимание, здесь и Герои России, и курсанты военных училищ, и силовые структуры, конечно же, представители народности. Обратите внимание, на третьем ряду, и это не случайно, потому что глава государства Владимир Владимирович Путин совсем недавно объявил о том, что грядущий год будет у нас годом единения народа. Что касается послания этого года, безусловно, эксперты говорят разное, уже делают даже практически ставки на то, каким будет послание этого года. Многие отмечают, что глава региона в этом году уделит особое внимание экономической ситуации, демографическим показателям, безусловно, социальной составляющей, ну и, конечно, поддержки материнства и детства, куда и без этого в наше время. Безусловно, отдельным пунктом повестки послания станет и поддержка военнослужащих, участников специальной военной операции, членов их семей, ведь это все-таки сегодня, что называется, во главе угла. Тем не менее, ставки ставками, но послание этого года в первую очередь будет предназначаться депутатам Государственного собрания ИЛТУМЭН. Они ведь будут формировать основной вектор работы, исходя из того, какие ориентиры им в этом году отразятся в послании. О том, что ожидают сами парламентарии, сами члены Госсобрания ИЛТУМЭН, я сейчас предлагаю поговорить с одним из них, депутатом Госсобрания ИЛТУМЭН Иваном Луцканом. Иван Петрович, добрый день, во-первых. Знаю, что послание это уже не первое Александра Сергеевича, разные векторы развития он вот дает. Вот что парламентарии ожидают от послания этого года, какие, может быть, болевые точки оно будет закрывать, или наоборот, какие ориентиры, перспективы нам открывать? Ну, вы абсолютно правы, что вы говорите, что это определенный ориентир развития нашей республики на ближайшие годы, потому что именно в посланиях отражается та политика, которую будут проводить органы государственной власти, местного самоуправления в повышении качества жизни людей. Я вот сравниваю всегда те документы, которые были оглашены главой ранее в посланиях, например, вот тема школьной медицины, она как раз была затронута в прошлом послании, и уже мы в этом году видим конкретные результаты. Были пролицензированы все крупные кабинеты в школах нашей республики. Туда был осуществлен поиск медицинских специалистов, и они сейчас эффективно работают в целом внутри системы здравоохранения, повышая качество профилактической помощи детскому населению. Уверен, что глава также и в этом году будет социально ориентирован в своем послании, будут затронуты темы и образования, и здравоохранения, с учетом того, что вот буквально вчера были отреставрированы комплекс в Нейрюнгере больницы, в Нюрбе строится лечебный корпус, в Вилюйске вторая очередь, это как раз переходящие объекты следующего года. В мае в Нижнем Бестяхе завершает строительство врачебной амбулатории, вот она в ближайшие месяцы откроет свои двери. Но и видно это по результатам, у нас все-таки снижается и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Была введена недавно смарт-поликлиника в Якутской городской больнице номер 2. Опять же, это повысит доступность для жителей аэропорта, Мархи и вот сейчас Тулагина, Жатая, Кельдямского наслега. У них современные технологии будут внедряться в охрану здоровья. Также вот мы буквально 30 минут тому назад приняли закон о местном самоуправлении. Это новый вектор развития местного самоуправления в республике, где будет изменен порядок избрания глав, повысится авторитет органов местного самоуправления в лице депутатского корпуса. Я все-таки 3 срока был депутатом окружного совета городского округа Жатай и знаю прекрасно, что это люди, которые непосредственно работают на местах с земляками своими и знают все проблемы, и им сейчас расширяются
полномочия вплоть до избрания глав муниципалитетов. Поэтому, наверное, вот эти сферы основные, уверен, что найдут свое отражение в послании главы, но самое главное, чтобы в последующем мы все объединились для достижения вот тех задач, которые поставил глава, и повысили свой уровень ответственности в столь непростое время, которое сейчас у нас происходит. Это участие нашей страны в специальной военной операции. Ну и что называется, все нововведения и все перемены всегда к лучшему. Не зря же народная мудрость так гласит. Иван Петрович, спасибо. Не смею вас больше задерживать. Но, Надежда, я возвращаюсь к вам с экспертом. Знаю, что вы уже многое обсудили. Еще многое вам предстоит впереди. Не буду вас больше отвлекать. Вернусь с подробностями уже после послания главы Республики Айсен Николаева Госсобрания этого года. Петр, спасибо за информацию. Желаю тебе дальнейшей успешной работы. Будем ждать от тебя новых подробностей. Станислав Семенович, ну вот вы отметили до того, как было включение моего коллеги, что прогностика – дело неблагодарное, но, тем не менее, не то, чтобы мы сейчас собираемся с вами устраивать что-то вроде тотализатора, хочу спросить вас, как вы считаете, о чем будет год 2026, потому что, мне кажется, там неспроста сидели представители народностей, еще вот и Северный форум устойчивого развития подтвердил, что сейчас политика идет в сторону отношений Центральной Азии и Севера. Ну да, действительно, год народного единства, который был объявлен Владимиром Владимировичем на следующий год, это, наверное, тоже будет очень такой яркий и знаменательный год, потому что действительно наша республика, ведь хотя очень далеко и холодно у нас, но тем не менее у нас проживает более 130 народов, и мы живем в течение долгого времени дружно, очень хорошо и в условиях взаимовыручки и взаимопомощи. Ну и не зря мы с вами вот сейчас увидели, действительно в зале уже собираются представители национальных общин, представители различных национальностей, которые объединяют нашу республику. Мы предварительно уже тоже разговаривали и брали планы, взяли план Общественной палате республики, что нам необходимо будет как раз отработать этот грядущий год совместно с Ассамблеей народов республики в этом направлении. Но это, конечно же, те дружеские и добрые связи, которые были и в советское время. Мы, в принципе, на этих принципах и выросли, дружбы и взаимопонимание между народами. В этом наша и сила России, наверное, то, что она может объединить людей с разных национальностей, разных вер. И я думаю, что будет, как я сказал, будет очень интересный год. Вот. Ну, относительно, конечно же, того, что ожидается еще, я думаю, что вот Айсен Сергеевич сегодня, наверное, еще тоже поднимет вопросы Арктики, потому что это очень сложные, очень тяжелые вопросы, которые сейчас и у всех, и его беспокоят, и правительство беспокоит, нас это тоже беспокоит очень. Это и северный завоз, это и субсидированные авиабилеты. Вот мы тоже буквально недавно, позавчера получили информацию о том, что Айсен Сергеевич в своем интервью сказал о том, что внутри республиканские маршруты, они будут межулусные, они будут субсидироваться. И до конца года это тоже будет происходить, потому что мы только фактически большей частью авиационная республика, ведь, да? Вот. Ну, строительство логистических центров, потому что вопросы продовольствия, снабжения людей продуктами, это тоже очень и очень важно. Ну, а возвращаясь к вашему вопросу о том, что вот в свете даже следующего года, вы же знаете, что только у нас в республике был объявлен и празднуется День культуры национальных общин. Поэтому вот как бы это еще плюс к тому году, который грядет. Ну и, конечно же, сейчас выстраиваются очень хорошие отношения с бывшими республиками Средней Азии. Конечно же, республика выходит и на Китай, потому что это самый близкий наш сосед. Вот. Но я думаю, что должны очень осторожно выстраивать все эти отношения. Ну, через гуманитарную отрасль, конечно же, мы привлекаем и
студентов на учебу, учебные заведения, и через культуру. И наши артисты выезжают. Вот приезжали и выступали артисты Харбинской консерватории в конце сентября месяца. Ну и, конечно же, проведение такого большого значительного форума устойчивого развития, Северный форум, это тоже одна из площадок для того, чтобы республика могла заявить о себе и показаться и выйти на мировой уровень. Потому что мы с чем-то должны идти туда. У нас есть газ, у нас есть нефть, у нас есть золото, у нас есть алмазы. В принципе, со всем этим мы могли бы. Но кроме того, у нас есть народные промыслы, у нас есть народная культура, у нас есть то, что называется культурный код народа. Пока мы его придерживаемся, пока мы его поддерживаем и развиваем, я думаю, что за этим будущее. Ну и вы помните, наверное, что в прошлом году, 27 апреля, Арсений Сергеевич подписал очень большой стратегический указ о развитии креативных индустрий. Это возможность как раз вот для малого бизнеса и для тех отраслей культуры, искусства, где можно проявить особые креативные качества, продвинуть республику, возможность заработать, возможность немножечко через вот эти отрасли увеличить и доход в республику, ну и, соответственно, улучшить благосостояние нашего населения. Ну вот да, если мы говорим о взаимодействии народов, тут же были, ну так назовем их предтечи, это и федеральный Сабантуй, и в прошлом году Дни Якутии в Казахстане, и много подобных тому мероприятий. Да, действительно, это было. Ну, я думаю, что, ну, во-первых, Исэх, наш национальный праздник, он ведь тоже не является чисто только якутским. Вот наши же гости очень удивляются, когда говорят, мы приехали, мы думали, что это чисто будет национальный праздник, а сюда приехали. Тут и, простите, вот представители Татарстана, там же у нас, значит, представители африканского континента, приезжают и представители из других республик. То есть людям это интересно. Люди хотят увидеть и узнать больше о Якутии, потому что чем дальше, тем больше разносится и распространяется слава и о нашем Исэхе, о нашей культуре, ну и о том, что здесь у нас спокойно и небезопасно жить. Это очень и очень важно. Ну вот если мы говорим о том, что у нас так много представителей различных народностей, в том числе и иностранцы, заезжают, не могу не спросить о том, что но ведь мы можем это настолько выгодно подать, что это привлечет дополнительные деньги в бюджет, хотя бы с той стороны, где находится туризм. Да, разумеется, но сейчас, вот в связи даже, может быть, с вот введением этих санкций, ну, как бы можно во всем найти и хорошее, и плохое, да? Вот с закрытием определенных европейской части, например, мира, люди стали обращать взор на себя. То есть стало очень много внутреннего туризма. Посмотрите, как люди начали ездить по республике, по туристическим объектам, которые здесь есть. Конечно, инфраструктура, может быть, пока еще не соответствует. Но мы же только стоим, находимся на начальном пути. Вот как раз это и возможность малому бизнесу проявить себя. Вот посмотрите, за прошлый год, если я не ошибаюсь, получили более где-то 35-36 малых предприятий получили гранты на строительство туристических объектов. Это радует? Это радует. И это возможность, вот даже хотя бы на новогодние длительные праздники, людям выехать куда-то на природу, не сидеть в своих квартирах, да, а выехать на природу, подышать воздухом даже хотя бы, детей вывести, потому что наша молодежь, наши дети в основном пропадают за компьютером и в смартфонах. Отключить. Пускать в интернет по паспорту только. Ну, это вот Китай уже ввел себе, да, и Австралия, если я не ошибаюсь, Австралия тоже ввела. Да, то есть дети в определенное количество, с определенного количества лет могут входить в интернет и работать, быть там.
Продолжая тему туризма, просто вы отметили о работе инфраструктуры. Очень хочется, чтобы у нас в республике появилась такая же практика, как, например, находясь в Москве, я сажусь на электричку, оказываюсь в пригороде и смотрю, например, Сергиев Посад, населенный пункт с богатой культурой, где можно провести день, а потом вернуться. И здесь ведь тоже можно так сделать. Например, отправляемся на новогодние праздники в Наход, потом возвращаемся и снова на работу. Ну да, есть сейчас очень достаточно много объектов, на которые можно съездить за один день. Вот, по сути, если по-хорошему так разобраться, можно даже, в принципе, вот сейчас съездить и на один день на Ленские столбы. Когда гости приезжают какие-то, можно их свозить и показать. Но дорога, конечно, занимает достаточно большую часть пути, но, тем не менее, все это можно сделать за один день, действительно. Но надо учесть, что у нас расстояния все-таки очень большие. У нас другие сложности есть в этом. И транспортная система тоже не совсем соответствует. Там сел на электричку или на автобус и доехал. Здесь же у нас из-за больших расстояний, из-за того, что логистика у нас несколько сложная, это сделать труднее. Но при желании все это можно сделать. И в Ортодойду съездить, и, предположим, и в Намцы съездить. Все это можно сделать. Думаю, что нам пора переместиться в Дом правительства, где уже через несколько секунд начнется ежегодное традиционное послание главы республики Госсобранию Илтумен и общественности, после чего мы обязательно вернемся в студию и обсудим уже состоявшееся обращение. Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Үтіктавыллах, Илтимен депутаттара, көнді Сақам Сернолықтоқтыры, уважаемые народные депутаты, уважаемые сограждане, в соответствии с Конституцией Республики Саха-Якутия я обращаюсь к вам со своим ежегодным посланием. Я обращаюсь ко всем якутянам открыто и искренне. Мы все живем на родной земле, вместе развиваем свою республику, вместе работаем во благо нашей России. 2025 год проходит под знаком 80-летия победы советского народа над фашистской Германией. Эта священная дата затронула души и сердца всех жителей Якутии. Ведь сколько бы лет ни прошло, память о солдатах Победы хранит каждая семья. 9 мая в рядах бессмертного полка прошли 145 тысяч якутян. Подвигу поколения победителей мы посвятили заботу о наших ветеранах, об участниках Великой Отечественной войны, о ветеранах тыла, о детях войны, о тружениках тыла. Чувство благодарности, заботы и гордости делает нас всех самих человечнее и сильнее. Ко Дню Победы каждому ныне живущему участнику Великой Отечественной войны присвоено высшее звание почетного гражданина Республики Саха-Якутия. Один из них, Валерий Михайлович Спиридонов, из поселка Чульман Нерюнгринского района, принял участие в Параде Победы на Красной площади. К празднику 14 тысячам ветеранов вручены юбилейные знаки и предоставлены единовременные выплаты. Это малая толика нашей благодарности и безмерной гордости за поколение победителей. Во всех городах и районах трудовые коллективы, школьники и студенты взяли шефство над ветеранами, помогая им решать бытовые вопросы. По всей Якутии увековечивается память участников войны, начиная с семейных альбомов и летописей, до книг и фильмов, до музеев и обелисков. Вместе с поисковыми отрядами на местах сражений продолжается работа в рамках проекта «Бастионы памяти». 21 июня мы открыли на Мамаевом кургане обелиск, посвященный якутянам-защитникам Сталинграда. Второй мемориал открыт 24 августа в Новгородской области. На нем увековечены имена 1589 наших земляков. 17 декабря памятник воинам-якутянам открылся в городе Гагарин Смоленской области.
Памятники все создаются на народные средства, на пожертвования предприятий и организаций. В будущем году откроется мемориал в Калужской области, а в дальнейшем в Ростовской области, в Донецкой Народной Республике и Республике Беларусь. В канун Дня Победы установлен памятник первому герою Советского Союза из народа Саха Федору Кузьмичу Попову в нашей столице. Это стало знаковым событием года 80-летия Победы. Боевые традиции старших поколений продолжают участники специальной военной операции. В год защитника Родины еще 3 нашим воинам указом президента России присвоено звание Героя России. Это легендарный Тута Андрей Николаевич Григорьев, Алексей Рафаэлович Петров и Петр Александрович Киприянов посмертно. Я прошу почтить минутой молчания память Петра Александровича и память всех воинов, павших во имя свободы и независимости нашего Отечества. Спасибо. Мы гордимся нашими героями, гордимся каждым бойцом, ждем их домой с победой. Мы продолжаем работу по поддержке специальной военной операции. Ее координирует Республиканская комиссия «Вместе к победе», которую я сам возглавляю. Помощь фронту на передовую доставлено сотни единиц транспорта, 1000 квадрокоптеров, генераторов, средств связи и другого оснащения. Наши бойцы обеспечиваются дополнительным обмундированием, снаряжением, получают посылки от земляков. Бывая на линии боевого соприкосновения, я часто встречаюсь с ребятами, и они всегда говорят, что поддержка родной республики придает им силы и укрепляет их боевой дух. На опорных пунктах продолжается круглосуточная работа сотрудников и волонтеров. Они сопровождают грузы, поддерживают каждого бойца. Особая забота – это помощь раненым в госпиталях, содействие организации их лечения, помощь в оформлении документов, связь с родными. Решение жизненных ситуаций участников специальной военной операции, связанных с военной службой, увольнением, получением выплат и мер поддержки, требует слаженного взаимодействия всех без исключения структур. Эта работа ведется совместно с якутским отделением Фонда защитников Отечества. Немобилизованным воинам в приоритетном порядке оказывается медицинская помощь, обследование, лечение, комплексная медицинская реабилитация. Для сложной и специализированной помощи определены якорные клиники. Есть необходимость усилить психологическое сопровождение ветеранов боевых действий, особенно членов семей, детей погибших и пропавших без вести бойцов. Особого внимания требуют вопросы социальной реабилитации и адаптации воинов к мирной жизни. Это обучение и трудоустройство, вовлечение в общественную жизнь. К сожалению, бывают случаи, когда ветераны боевых действий и их родные не знают все свои права и возможности, не знают, какие меры поддержки им доступны. Такая ситуация должна быть исключена. Полное информирование, правовое сопровождение – это минимум того, что должно быть сделано. Я требую от руководителей всех уровней обеспечить прозрачное и проактивное предоставление всех видов поддержки защитникам Родины и их семьям. Нельзя допускать, чтобы они сталкивались с формализмом или равнодушием со стороны властей. Я это еще раз подчеркиваю. Спрос с каждого из нас перед бойцами и их близкими очень большой. В трудное время республика протянула руку братской помощи согражданам новых регионах. С опережением идет восстановление объектов в городском округе Докучаевск Донецкой Народной Республики. Благодарны жители Докучаевска и за восстановление братских могил советских солдат, освобождавших Донбасс от фашистов. Для них это еще один знак нашей общей памяти и общей истории с Россией. Сегодня я снова хочу поблагодарить всех якутян за поддержку наших бойцов и их близких. Разжигатели агрессии против нашей страны всеми силами препятствуют наступлению мира. Они живут в своих иллюзиях, что Россию можно сломать и победить. Но мы с вами знаем, такому не бывать никогда.
19 декабря на прямой линии президента Российской Федерации прозвучали слова, которые, я уверен, тронули каждого якутянина. Владимир Владимирович Путин прямо сказал: Якутия хорошо, активно развивается, и бойцов на линию боевого соприкосновения дает таких, которых поискать. Во всем мире, наверное, таких нет. В этом зале вместе с нами герои России: Александр Гаврилович Колесов, Филипп Александрович Евсеев, Алексей Рафаэльевич Петров. Здесь много наших ребят, участников специальной военной операции. Все они своим боевым подвигом доказали, что дух Якутии крепок. Давайте мы еще раз их всех поблагодарим и видеть в лице всех наших солдат, сражающихся сегодня за нашу Родину. Спасибо. Уверен, наш народ еще сильнее мобилизуется, подчиняя все свои силы и действия нашей общей цели – победе нашей страны. Уважаемые сограждане, сегодня, когда наша Россия борется за свое будущее, мы продолжаем вносить свой вклад в укрепление экономического фундамента страны. В нарастающем санкционном противостоянии экономика республики сохраняет свою устойчивость. По итогам 2025 года валовый региональный продукт превысит прошлогодний уровень. Положительная динамика промышленного производства остается основным источником доходов бюджета. В этом году в государственный бюджет поступит 210 миллиардов рублей собственных доходов. Это на 4% больше, чем в прошлом году. Вместе с тем санкционное давление и жесткая денежная и кредитная политика Банка России негативно сказываются на финансовых результатах предприятий. Растут издержки производства, взаимные неплатежи. Бюджет республики на предстоящие 3 года формировался в непростых условиях. Я благодарю Государственное собрание Илтумен и правительство республики за конструктивную работу и достижение общего баланса решений. Доходы государственного бюджета в 2026 году превысят 337 миллиардов рублей. Это на 12 миллиардов больше объема текущего года. Отдельной благодарности заслуживает Министерство финансов республики. По его инициативе была изменена федеральная методика расчета дотации, и ко второму чтению бюджет республики получил дополнительные 29 миллиардов рублей. Это позволило усилить его социальную направленность. В итоге половина бюджетных расходов сегодня направлена на образование, культуру, здравоохранение и на поддержку семей с детьми. Устойчивость бюджета, конечно же, во многом будет зависеть от совместной профессиональной работы правительства и народных депутатов. В этой работе я прошу обратить особое внимание на увеличение доходов, на выявление резервов и расширение налоговой базы. Сложности в наполнении бюджета подтверждают исключительную важность устойчивости на сегодняшний день сырьевого сектора нашей экономики. В труднейших условиях не снижаются темпы добывающих отраслей. Закреплены ведущие позиции республики в стране по добыче золота, угля, нефти и природного газа. Мы сохраняем лидерство в мире по добыче алмазов. За последние 7 лет объем добычи угля в Якутии увеличился в 3 раза. И впервые в истории в этом году превысит 50 миллионов тонн. В сентябре президент страны Владимир Владимирович Путин дал старт началу эксплуатации Тихоокеанской железной дороги протяженностью 531 километр, и 30 миллионов тонн эльгинского угля теперь имеют прямой выход на Охотское море. С 2018 года в 2 раза до рекордных 56 тонн увеличилась добыча золота. Более четверти налогов бюджета этого года приходится на золотодобычу, что во многом смягчило сегодняшнее снижение поступлений от алмазодобычи. В этом году компания «Селекдар» отметила полувековой юбилей открытием фабрики «Хвойная». «Нордголд» запустил первую очередь горно-обогатительного комбината «Токинская», а «Полюс Алдан» наращивает мощности на Куранахском месторождении. Фундамент и гарантия ресурсного суверенитета – это, безусловно, геологическая изученность страны. В рамках федерального проекта «Геология возрождения легенды» на работы в Якутии предусмотрен наибольший объем финансирования по стране – 18,4 миллиарда рублей на 3 года.
До 2028 года геологическая изученность территории республики должна вырасти в 2 раза, с 12 до 24%. Ожидается открытие более 100 новых месторождений. В большой работе примут участие и наши геологи, в том числе коллектив Якут геофизики, который в этом году отметил свое 75-летие. Мы продолжаем укреплять партнерство с крупными недропользователями. На социальные проекты в республике за последние 7 лет ими направлено более 45 миллиардов рублей. Среди новых – это культурные центры в селе Тасюрях Мирнинского района, строящиеся на средства Тасюрях нефтегаз-добычи. На отчисление Иркутской нефтяной компании возводится физкультурно-оздоровительный комплекс «Нюрбе». В следующем году в Жатае откроется уникальнейший образовательный комплекс «Точка будущего» общей площадью свыше 63 тысяч квадратных метров, который строится на средства акционеров компании «Эльгуголь». Хочу отметить участие промышленных компаний в решении экологических проблем, в частности в лесовосстановлении, по темпам которого мы сегодня лидируем в стране. При поддержке бизнеса в республике открыто 3 лесопитомника для выращивания сеянцев хвойных деревьев. С помощью Сбера приобретена специализированная техника для пересадки взрослых деревьев. Это позволит повысить эффективность озеленительных работ в Якутске. Говоря об экологической безопасности, отмечу, что благодаря поддержке президента страны и системному подходу к профилактике изменилась ситуация с лесными пожарами. В этом году впервые на территории республики не вводился режим чрезвычайных ситуаций в лесах из-за лесных пожаров. Площадь лесных пожаров сократилась до 160 тысяч гектар, в десятки раз меньше, чем в предыдущие годы. В течение первых суток ликвидировано 63% всех пожаров. Это в 7 раз лучше, чем в 2021 году. Спутниками и беспилотными аппаратами обнаружено 160 пожаров, 40% от общего числа. В 16 районах привлекались воздушные суда для воздействия на облачность для вызывания дождевых осадков. Оперативность реагирования усилила создание 2 новых авиаотделений – Витимского и Санаяхтарского. В будущем году откроются Жиганское и Среднеколымское авиаотделение, а в 2027 году Белогорское в Абыйском улусе. Не могу не сказать о помощи бизнеса в ликвидации последствий дождевого паводка этим летом. В Аймяконском и Абыйском районах от паводка пострадало 1217 человек, 127 жилых помещений, социальные объекты, дороги. Несмотря на повторный подъем воды, все аварийно-восстановительные работы завершены в срок до холодов. На помощь пришли жители республики, предприниматели и промышленные компании. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить каждого, кто не остался равнодушным, всех спасателей, волонтеров, лично первого заместителя председателя правительства Садовникова Дмитрия Дмитриевича. Уважаемые коллеги, растущая экономика Якутии требует все большего количества энергии по доступным ценам. На территории республики развернуто беспрецедентное строительство объектов электрогенерации мощностью более 2 гигаватт. Используются практически все источники генерации в зависимости от их эффективности. Новые агрегаты Нерюнгринской ГРЭС на угле, Новоленская, Южно-Якутская ТЭЦ, вторая очередь Якутской ГРЭС-2 на газовом топливе, атомная станция малой мощности в Усть-Куйге, гибридные станции с возобновляемыми источниками энергии в арктических труднодоступных районах. Благодаря частной инициативе возобновлены планы строительства Канкунской ГЭС Южной Якутии мощностью 1 гигаватт. Объекты такого масштаба в Якутии никогда одновременно раньше не строились. Мощность действующей энергосистемы Якутии будет практически удвоена за исторически короткий период. Эффект должен быть не только в надежной энергообеспеченности экономики, но и в ценовой доступности энергии, в разумности тарифов. Именно об этом сказал во время прямой линии наш президент, отвечая на вопрос нашей якутской журналистики. Это поддержка президента, его личное внимание к жизни людей на севере, которые живут там и работают, растят детей и верят в родную Арктику. Мы продолжаем работать на укрепление связанности огромной территории республики и выход на федеральные транспортные сети. Хороший темп набран в первый год активной фазы строительства Ленского моста. На правом берегу Лены обустраиваются фундаменты опор, на левом берегу
Собран первый кофердам для опор моста в русле. Такая технология применяется в российском мостостроении впервые. Возведена первая из 26 опор моста. Всего в проект уже вложено почти 18 миллиардов рублей. Из них 4,3 миллиарда – это средства инвестора. В следующем году планируется вывод 2 кофердамов и начало русловых работ, строительство опор и пролетов эстакады. Предстоящие 3 года из федерального бюджета будет выделено более 40 миллиардов рублей. Правительству республики необходимо обеспечить софинансирование из госбюджета в полном объеме. Продолжается строительство крупных объектов воздушного транспорта. Это аэропорты Алекминский, Мирный. В 2028 году на незатопляемом месте начнется строительство нового аэропорта Зырянки. До конца 2027 года должны быть закончены работы в аэропорту Полярный, а до конца 2030 года в аэропорту Нюрбы. Значительный объем финансирования в ближайшие 5 лет будет направлен также на капитальный ремонт 16 аэропортов. Средства будут выделяться из созданного Росавиацией Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта. В 2026 году планируется старт работы в Якутии единого морского оператора «Росатом Арктика». Наращивание морских перевозок станет, конечно, значимым шагом для снабжения Арктики. Развитие транспортной логистики вообще особенно важно в управлении северным завозом. Ведь сегодня на транспортные расходы приходится, например, 45% в цене угля, а в арктических дальних районах до 77%. Определяющее значение отводится развитию внутренних водных путей и речного флота как части системы трансарктического транспортного коридора Махе-Найба. Ввод в эксплуатацию Жатайской судоверфи должен снабдить флот судами класса «Река-море», земснарядами и техническими судами. Я прошу правительство республики обеспечить загрузку Жатайской судоверфи, в том числе, в первую очередь, по программам федеральной поддержки. Будем продолжать работу также по расширению круглогодичного наземного сообщения. Более 3200 километров автомобильных дорог и 59 мостов уже построено за последние 7 лет. В этом году завершен первый этап проекта круглогодичного транспортного обеспечения жителей Алекминского улуса. Введены 30 километров дороги до Парай-Токко с 3 мостовыми переходами. В Алдане, Ленске, Мирном и Нирингере в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» началась работа и приведено в нормативное состояние более 12 километров дорог. В Вилюйске после капитального ремонта досрочно введена Вилюйская кольцевая дорога. Много справедливой критики звучало от якутян касательно речных перевозок на маршруте Якутск-Нижний Бестях. Благодаря поддержке руководства Мегана-Кангаласского улуса появились сейчас новые перевозчики, стоимость проезда снизилась практически в 2 раза, открыт теплый пункт ожидания на станции Намыв, здесь, в 203-м микрорайоне Якутска. Прошу Минтранс Республики усилить работу по обеспечению комфортности и безопасности всех видов пассажирских перевозок. Уважаемые друзья, у нас в этом году в строительном комплексе, несмотря на все проблемы, ожидается новый рекорд. По итогам года будет введено не менее 800 тысяч квадратных метров жилья. С поддержкой по дальневосточному проекту арендного жилья построено 3 дома в Якутске и Алдане на 193 квартиры. В 2026 году будет сдано еще 5 домов на 810 квартир, включая Нирингри и Мирный. Крупнейший в стране проект по ликвидации аварийного жилья дал возможность уже более 55 тысячам якутян переехать в новые квартиры. Для решения вопроса дефицита действующей программы переселения уже в ближайшее время будут внесены изменения в федеральное законодательство, в том числе инициированные нашей республикой. Заметные результаты есть и в благоустройстве городов и сел. В этом году создано 46 крупных общественных пространств. В 2026 году планируется обустроить набережные Томмота и Хандыги, парки и скверы Нижнего Бестяха, Алекминская и Амги. Начнутся работы на 7 объектах, победивших на всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды. Новый облик мест проживания якутян постепенно реализуется и в мастер-планах и охватывает не только города, но и села. В 2025 году разработаны мастер-планы Хандыги, Бердигистяха, села Сымах, Мегана-Кангаласского улуса. Всего готовы мастер-планы 24 населенных пунктов республики.
И я не устаю повторять, что мастер-план – это не просто набор объектов или инвестиционная программа. Это миссия и образ будущего, это мечты и доверие людей, к чему мы должны стремиться, планируя развитие и столицы республики, и небольших наших деревень. Реализация мастер-плана Якутска сегодня создает надежную платформу, чтобы к 1932 году Якутск стал городом с конкурентоспособным интеллектуальным ресурсом, с высоким уровнем дохода и качества жизни горожан. В апреле издан указ президента страны о праздновании 400-летия со дня основания Якутска. Я прошу администрацию главы и правительства совместно с окружной администрацией внести предложение по составу Республиканского организационного комитета и по плану основных мероприятий. Считаю очень важным, чтобы подготовка к историческому событию нашла живой отклик у каждого жителя столицы, у каждого жителя республики. 60 лет исполнилось в этом году Мирнинскому району. В непростое время республика продолжает инвестировать в качество жизни людей, трудом которых создается значительная часть валового регионального продукта Якутии. На реализацию указа о развитии Мирнинского района на период до 30 года уже направлено более 15,5 миллиардов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Несмотря на временные сложности, я уверен в долгосрочном развитии компании «Алроса». В следующем году мы все ожидаем начала восстановления спроса на мировом алмазном рынке. Высокий уровень менеджмента, взаимодействия акционеров компании выведут компанию на показатели производства и социальных программ, которые запланированы в наших целевых планах. Будут возобновлены работы по перспективным инвестиционным проектам. Фундамент для этого есть. Вот сегодня у нас с утра состоялось торжественное открытие газопровода протяженностью 160 с лишним километров, который связал Среднетюнское газоконденсатное месторождение и Накынское месторождение алмазов. Его запуск повысил уже надежность энергоснабжения, экологичность производственных объектов «Алроса». Сегодня также запущена в эксплуатацию система газоснабжения города Удачный. Значение этого события, конечно, переоценить невозможно и для жителей Удачного, и для будущего Удачнинского ГОКа. Южная столица Якутии, город Нерюнгри, в этом году встретил свой полувековой юбилей лидером промышленного роста Дальнего Востока. С реализацией мастер-плана город становится более удобным для жизни людей, повышается качество здравоохранения и образования. Этим летом замечательный эссе Холонхо, который мы провели в Нерюнгри, еще раз ярко показал особую атмосферу единства и взаимообогащения культурных традиций Якутии на нерюнгринской земле. Давайте поблагодарим нерюнгринцев за этот прекрасный подарок. В 2025 году стартовал национальный проект «Инфраструктура для жизни», нацеленный на развитие опорных населенных пунктов. В республике он охватывает 43 населенных пункта, в которых до 30 года будет инвестировано более 155 миллиардов рублей. Хочу отметить, что жители поселений, которые не отнесены к опорным, не останутся наедине со своими проблемами. Включение в национальный проект определяет особый уровень контроля и ответственности. Но это никак не означает игнорирование потребностей остальных территорий, в первую очередь сельских поселений. Обращаю на это внимание и правительство, и народных депутатов, руководителей министерств и муниципальных районов. В том числе я поручаю увеличить, несмотря на все сложности, до 500 миллионов рублей финансирование программы движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке» уже в 2026 году. Отдельно хочу остановиться на Арктике. Правительством страны утвержден мастер-план агломерации Тикси-Найба-Булунского района. Он включает строительство нового морского порта в Найбе, модернизацию порта и новый аэровокзал в Тикси, энергетическую и дорожную инфраструктуру Кючуйского кластера. Планируется строительство общественных пространств, обновление социальных объектов и коммунальной инфраструктуры. Глубоководный морской порт в Найбе станет ключевым элементом нового международного транспортного коридора Махэ-Найба протяженностью более 3000 километров. Он пройдет от Китая через Амурскую область по железной дороге до станции Нижний Бестях и далее с перевалкой на речной флот до Найба.
стартовал крупнейший телекоммуникационный проект в истории России «Синергия Арктики». В самых экстремальных условиях на планете за 3 года будет построено 7000 километров оптоволоконных линий связи. Жители 61 поселка в Арктике получат доступ к интернету без ограничений, кратно снизится стоимость тарифов. Станут более доступными государственные услуги, телемедицина, дистанционное образование и удаленная работа. Интеграция с оптоволоконной линией вдоль Северного морского пути и сетями Чукотки повысит телекоммуникационную безопасность всей страны. С вводом торгово-логистических центров в Саскалахе, Оленьке и в Чукурдахе завершится создание их сети во всех арктических улусах. Цепочки снабжения должны работать и вновь создаваемые предприятия по переработке сельхозпродукции. Но большие проекты, друзья, ни в коем случае не должны заслонять решение вопросов, от которых зависит повседневная жизнь жителей Арктики. Это надежное теплоснабжение, налаживание пассажирских перевозок, доступность санитарной авиации. К сожалению, правительством не исполнено мое поручение по доведению субсидирования авиаперевозок до уровня не ниже 2024 года. Выполнено только 64% от объема социально значимых рейсов прошлого года. Место развития мы не обеспечили даже уже достигнутый уровень. Я поручаю правительству в связи с этим определить неснижаемый уровень бюджетных расходов на базовые потребности жителей Арктики и приравнять их к перечню защищенных статей бюджета. Все процессы здесь должны быть детально пересмотрены, а экономика вовлеченных предприятий и учреждений должна быть оптимальной и эффективной. 2025 год стал одним из наиболее напряженных для коммунального комплекса, самого значимого для безопасности жизни якутян. Сложности с банковским кредитованием, потребность в бюджетном финансировании, конечно же, негативно сказались на финансовом состоянии отрасли. Для сокращения кассовых разрывов впервые был привлечен федеральный казначейский кредит 4 миллиарда 900 миллионов рублей на северный завоз. Это практически половина объема выделенного всем регионам по стране на северный завоз кредитов. Завоз грузов в навигацию сопровождался ростом задолженности перед поставщиками и перевозчиками. Правительству необходимо в первые месяцы 2026 года приоритизировать платежи, снизить критическую задолженность организации коммунальной отрасли и не допустить наращивания долга в зимний период. На надежность инфраструктуры напрямую влияет недофинансирование ремонтных программ. Не уменьшается количество нарушений энерготеплоснабжения, и здесь мы не должны допускать сбоев, и добиваться этого надо нам всем в плановом режиме. Для системного решения проблем принят план по стабилизации ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве. Получена уже экономия в 636 миллионов рублей. В следующем году объем этот планируется удвоить, но этого, конечно же, я считаю, недостаточно для стабильной работы отрасли. Я предлагаю коренным образом пересмотреть расходную часть предприятий коммунального комплекса вплоть до структурных изменений. Поручаю правительству рассмотреть перспективы децентрализации системы теплоснабжения в газифицированных населенных пунктах, а также утвердить программы, которые нацелены на окупаемость коммунальных тарифов в городах. Заведомо убыточные направления, преимущественно в арктической зоне, необходимо сохранить ГУП ЖКХ для решения вопросов финансового обеспечения, в том числе и на федеральном уровне. При этом плановая убыточность не должна означать плановую неэффективность. Нужно искать и внедрять новые технологии и решения для сдерживания роста себестоимости услуг. Нужно сокращать расходы на управленческий аппарат, повышать производительность труда и развивать кадровый потенциал. Все решения относительно бюджетирования должны опираться на прозрачную финансовую модель субсидирования межтарифной разницы. Прошу правительство спланировать на 2026 год детальный график движения денежных средств до конечных получателей с учетом плана поступления федеральных кредитов. Структурные преобразования бессмысленны без сокращения потребления энергоресурсов. Требует новых подходов региональная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Нужно добиться, чтобы все объекты капитального строительства и весь жилищный фонд отвечали требованиям энергоэффективности. Органам местного самоуправления, государственной власти я поручаю до 1 сентября 2026 года обеспечить полное оснащение всех учреждений приборами учета. Целевые уровни снижения потребления коммунальных ресурсов, доведенные до бюджетных учреждений, будут применяться и далее.
Более плотно на местном уровне необходимо заниматься оптимизацией жилого фонда. Я здесь отмечу положительный опыт поселка Джибари-Кехая, который будет масштабирован в следующем году еще на 6 арктических поселений. Для активного вовлечения в ресурсосбережение на местах правительству необходимо разработать и принять меры стимулирования органов местного самоуправления. Иными словами, проще говоря, не рубить на корню всю экономию, а часть обязательно оставлять органам местного самоуправления. Кирилл Евгеньевич, я вот еще раз это вам говорю. Существенный эффект приносит газификация, по темпам которым республика у нас сегодня занимает 6-е место в стране, 1-е на Дальнем Востоке. Национальная компания «Сахатранснефтегаз» в этом году построена 396 километров газопроводов. Это максимум в новейшей истории Якутии. Сетевой газ доведен до 2 сел Мегино-Кангаласского улуса, до 2 крупных кварталов Бердигестяха, Чурапчи. Перевыполнена задача, поставленная мной в послании 2024 года. К сетевому газу по итогам 5-летия подключено не 10 тысяч, а уже 10 767 домов. Я ставлю новую задачу, чтобы в следующем году газифицировать еще не менее 1500 жилых домов якутян. В будущем году планируется пуск газа в селах Ингра, Мурья, Биченча, Батамай и в городе Алепинск. Должно начаться строительство газопровода до сел Левобережья Вилюя в Верхневилюйском улусе с дальнейшей газификацией Нюрбинского улуса. В целом нужно ускорять переход централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое отопление. Да, конечно, это потребует определенных дополнительных бюджетных вливаний, но они, конечно же, будут компенсированы в достаточно короткое время. И здесь правительству необходимо изыскивать финансирование. Надо также усиливать работу по рынку газомоторного топлива. Несмотря на то, что в этом году Якутия вошла в 20 лучших регионов по его развитию, темпы здесь еще крайне недостаточны. Я ставлю задачу начать масштабный перевод автопарка государственных муниципальных учреждений на метан в тех районах, где есть действующая сеть уже газовых АЗС, а также проводить широкую информационную работу с населением по разъяснению преимуществ перевода транспорта на газомоторное топливо. Уважаемые коллеги, для привлечения инвестиций в несырьевую экономику усилена роль корпорации развития Якутии. Цели поставлены: кратно повысить стоимость активов республики, сформировать инвестиционный портфель объемом не менее 100 миллиардов рублей к 2032 году. Необходимо выходить на проекты высокого технологического уровня, используя научный потенциал, в том числе научно-образовательного центра «Север». Я прошу научное сообщество активнее вовлекаться в повестку технологического лидерства, инициируя совместно с Корпорацией развития Якутии опытно-конструкторские работы и проекты внедрения. Корпорация должна выстроить платформенное взаимодействие со всеми институтами развития и выступить агрегатором компетенций, объединять в проектах бизнес, образование и науку. Прошу правительства развить партнерскую модель привлечения инвестиций и донастроить действующую инвестиционную инфраструктуру Якутии. Особенно это актуально в условиях, когда в стране запущена новая национальная модель условий ведения бизнеса, вводится механизм международных ТОР и единый профессиональный режим на всем Дальнем Востоке. Я вынужден констатировать, что в последние годы ухудшилась оценка бизнесом состояния инвестиционного климата. Безусловно, на деловую среду влияют общестрановые условия, но почему-то это не мешает соседним регионам улучшать свои позиции. Задача правительства во взаимодействии с бизнес-объединениями республики вернуться в число лидеров Дальнего Востока в национальном рейтинге состояния инвестклимата. Место в рейтинге должны определить реальные результаты в виде новых инвестиционных проектов, облегчения условий ведения бизнеса и поддержки предпринимательства. В малом и среднем предпринимательстве сегодня занято более 134 тысяч человек. Это на 9 тысяч человек больше, чем в начале этого года. Растет число самозанятых, индивидуальных предпринимателей. В условиях нарастания налоговой нагрузки, некомфортной кредитной политики, малый бизнес сегодня столкнулся с неплатежами за работу и услуги со стороны, в том числе и государственного сектора. Я прошу, Кирилл Евгеньевич, лично вас заняться этим вопросом ликвидации долгов государственных предприятий и учреждений перед малым бизнесом Якутии.
Добросовестные предприниматели, которые открыто ведут свой бизнес, не должны ущемляться, а наоборот должны получать новые возможности в своем развитии. Легализация бизнеса, в первую очередь, это соблюдение договоренностей, устранение административных барьеров и поощрение официальной занятости. Координационным советам при главах администраций городских округов и муниципальных районов я поручаю детально рассмотреть проблемы обеления бизнеса и внести предложения для их решения как на уровне республики, так и на местном уровне. Уверен, в этом направлении будет продолжено взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами, такое же, как и сотрудничество по контролю и реализации за национальными проектами и пресечение любых проявлений коррупции на всех уровнях. В этом году мы изменили подходы к поддержке сельхозтоваропроизводителей Якутии. Переданные государственные полномочия дали возможность муниципальным районам и городским округам самостоятельно определять здесь приоритеты. И получены первые положительные результаты. Достигнут наибольший за последние 5 лет объем заготовки молока, не менее уже 63 тысяч тонн. 20 улусов перевыполнили поставленные планы. Растут инвестиционные вложения. Софинансированием за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей начато строительство 108 агропромышленных объектов. Объем производства зерна по сравнению с 2024 годом увеличился в 1,5 раза. Полученные рекордные урожаи зерновых за последние 15 лет. Более 30 центнеров с гектара при средних 13,7, которые у нас есть. В 7 хозяйствах внедрены научно обоснованные технологии возделывания полевых культур, и производство силоса и сенажа в этих компаниях увеличилось на 60%. В следующем году планируется расширение этого опыта еще на 10 хозяйств. Просил бы Минсельхоз здесь более быстрыми темпами вот эти новейшие современные технологии, правильные технологии, которые приводят к положительному результату, внедрять в работу наших якутских сельхозтоваропроизводителей. Система переданных полномочий будет и дальше донастраиваться. Планируется ввести дифференцированный норматив по категориям хозяйств и перейти на прямое субсидирование животноводческих хозяйств от заготовителей. Все решения должны быть направлены на увеличение объемов сельхозпроизводства, повышение уровня переработки и обеспечение продовольственной безопасности якутян. Важной задачей я также считаю расширение для предпринимателей рынка туристических услуг. В начале этого года утверждена стратегия развития туризма в республике. Она предполагает создание индустрии гостеприимства, ориентированной не только на гостей, но и главным образом на нас самих якутян. Вместе с тем, все еще не определены программные механизмы. Я прошу здесь правительство ускорить работу. С вовлечением местных органов власти надо разработать перспективную схему размещения объектов инфраструктуры туризма с планом развития транспортной логистики. Частный бизнес, крупный и малый, должен четко видеть эту схему, ее преимущества, чтобы планировать свое участие и свой инвестиционный вклад. Год назад в своем послании я отмечал, что опыт Якутии в поддержке креативной экономики признан лучшим в стране. Мы продолжаем развивать проекты творческих индустрий, передаем свой опыт для новой городской экономики всего Дальнего Востока и многих регионов страны. Новые креативные кварталы, аналогичные нашему кластеру «Квартал труда», появятся еще в 4 дальневосточных городах. Достигнута договоренности о создании межрегионального консорциума организации образования, науки и инноваций по подготовке кадров для креативной экономики. 2025 год уже стал рекордным по кассовым сборам якутского кино. Яркие киноленты наших кинорежиссеров и их команд собрали уже рекордные 280 миллионов рублей. Это почти вдвое больше рекорда прошлого года, когда было собрано 150 миллионов рублей. Самыми кассовыми стали фильмы этого года «Кончится лето», «Диодорова», «Айхал», «Спидстар». Мультфильм и сериал НВК «Саха» стали обладателями всероссийской и дальневосточной кинопремий. В следующем году за счет федерального финансирования будет подготовлена проектно-сметная документация кинопавильона полного цикла в городе Якутске. Я прошу корпорацию развития Якутии здесь своевременно выполнять все проектные работы для исполнения прямого поручения президента страны. В этом году Якутия стала также лидером национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта» в категории «Регион». На прошедшей в ноябре международной конференции iJourney из 106 представленных со всей страны проектов 12 были из нашей республики.
Для выхода на качественно новый уровень под моим руководством, моим сегодняшним решением создан Совет при главе республики по искусственному интеллекту. Сегодня, еще раз повторю, соответствующее решение мною подписано. Среди направлений разработка собственных продуктов, внедрение технологий, создание инфраструктуры и подготовка кадров. В первом квартале 2026 года будет разработан план внедрения технологий искусственного интеллекта и автономных систем. Необходимо добиваться их фронтального применения в промышленности, на транспорте, в государственном и муниципальном управлении, социальной сфере. Развитие искусственного интеллекта в мире увеличивает спрос на вычислительные мощности. В Якутии есть все возможности создать крупнейшую инфраструктуру цифровых проектов в стране, включая центры обработки данных, передачи данных и подготовки кадров. При поддержке Минпромторга России в Якутске открыт научно-производственный центр испытаний и компетенций в области беспилотных авиационных систем. Перспективы их использования у нас в Якутии огромны. Дроны уже успешно протестированы на обследовании газопроводов, мониторинге лесных пожаров, точном распылении удобрений, доставке посылок. Созданием центра «Полярный» должны возрастать темпы и объемы производства беспилотных аппаратов различных модификаций у нас в Якутии. Для этого необходимо активно привлекать технологических партнеров и расширять подготовку квалифицированных кадров. Уважаемые коллеги, решение всех задач в экономике, достижение социальных эффектов от экономического роста, его влияние на благосостояние людей напрямую зависит от качества управления. Мы находимся на чрезвычайно важном этапе укрепления единой системы публичной власти. Я благодарю Государственное собрание Илтумен, что сегодня на сессии, насколько я знаю, в окончательном чтении принят закон о местном самоуправлении в Республике Саха-Якутия, и он обязательно вступит в силу с 1 января 2026 года. В рамках реформы мы сохранили действующую двухуровневую систему местного самоуправления. Выбор сделан исходя из того, что в нашей необъятной республике с ее огромными расстояниями, сложнейшей транспортной доступностью, местная власть должна быть максимально близка к людям. В соответствии с федеральным законодательством меняется способ избрания глав муниципалитетов. В этой связи я считаю необходимым серьезно усилить работу с кадрами на местах. Надо избавляться от мечничества, от личных отношений. Надо подходить к выбору глав, оценивая исключительно их профессиональные качества, их готовность честно и каждодневно работать во благо своих жителей. Необходимо повышать профессионализм и мотивацию муниципальных служащих. Я считаю, что пришло время принять решение, в том числе и в части повышения денежного содержания муниципальных служащих. Зарплата работников органов местного самоуправления должна соответствовать большей ответственности, которая на них возлагается в связи с новыми функциями и полномочиями местных властей. Цель муниципальной реформы – это не формальные нормативные или организационные изменения. Результатом должно стать объединение ресурсов всей системы публичной власти для реального улучшения условий жизни человека на местах. Концентрация ресурсов на приоритетах качества жизни становится главной задачей для всей системы государственного управления. На данном этапе технологического развития нам надо повысить производительность всей системы государственного сектора как минимум в 1,5 раза. Требуют переосмысления процесса предоставления услуг и сервисов в деятельности более 2500 организаций государственного сектора. Я поручаю правительству в течение 2026 года внедрить в систему госуправления отраслевые программы повышения эффективности и производительности с четкими показателями. Администрации главы и правительства необходимо обеспечить вовлечение всех сотрудников госсектора в эту масштабную работу. Настало время по-новому взглянуть и на стратегию развития Якутии в русле новой общенациональной программы развития. Для нашей республики важно создание энергетических кластеров, международных транспортных коридоров. Важен переход к экономике высоких заработных плат на основе повышения производительности труда. Стратегическая цель остается прежней – человекоцентричной. Мы будем стремиться к глобальной конкурентоспособности человеческого капитала Якутии, создавая условия для роста доходов, качества и продолжительности жизни якутян.
Я прошу правительство совместно с народными депутатами в первом полугодии 2026 года организовать обсуждение законопроекта по стратегии, план реализации стратегии и нового перечня государственных программ и в соответствии с законом ее принять. 8 декабря на президентском совете по стратегическому развитию национальным проектам Владимир Владимирович Путин назвал сбережение и приумножение народа долгосрочной исторической задачей и подчеркнул, что этот ориентир обязательно должен быть выдержан. Для нас эти ориентиры остаются неизменными в любых условиях. Как результат нашей многолетней политики народосбережения республики, хочу сказать, что у нас и в этом году растет продолжительность жизни. Радует, что рядом с нами живут 18 патриархов, которые достигли столетия. В 2025 году свой вековой юбилей отметили 14 долгожителей, а самой старейшей жительнице Якутии Татьяне Семеновне Сафоновой 104 года. По рождаемости наша республика занимает первое место среди дальневосточных регионов, 10-е место по России. Почти половина детей сегодня рождается в многодетных семьях. Их у нас сейчас 34,5 тысячи. Это каждая 5-я семья Якутии. Но общие тенденции снижения рождаемости проявляются, к сожалению, у нас в Якутии. Наша задача всеми мерами поддерживать молодых людей, поддерживать семьи в решении рожать детей, растить их с уверенностью в завтрашнем дне. В республике действует система поддержки семей с детьми, которую мы расширяем и принимаем новые меры. С этого года республиканский материнский капитал «Семья» предоставляется не только при рождении 3-го, но и 4-го, 5-го и последующего ребенка. До 2027 года продлен срок действия целевого капитала «Дети столетия». До 300 тысяч рублей увеличена выплата многодетным семьям взамен земельного участка. Молодые семьи при вступлении в брак получают выплату 50 тысяч рублей. И для всех многодетных семей установлена 30% льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, а для детей бесплатное питание в школах, проезд в общественном транспорте, выплата при поступлении на платной основе в колледж. В этом году из бюджета республики на финансирование мер поддержки семей с детьми направлено уже более 5 миллиардов рублей. При этом, к сожалению, были случаи задержки выплат, связанные с трудностями исполнения госбюджета, и правительству было поручено незамедлительно провести работу по изысканию средств. Сейчас все выплаты уже вошли в график. Конечно, такая ситуация абсолютно справедливо вызвала тревогу в обществе, и это серьезный сигнал власти, что в непростое время необходимо в первую очередь максимально строго исполнять решения, которые напрямую влияют на благополучие семей с детьми. Я поручаю правительству республики впредь обеспечивать обязательства перед многодетными семьями в первоочередном порядке и в полном объеме. За 3 года реализации указа о борьбе с бедностью в республике из зоны бедности выведено 25 тысяч человек. По итогам этого года у нас ожидается снижение уровня бедности до 12,6%. В условиях роста цен и тарифов, повышения стоимости кредитования, жесткости рынка труда мы должны усилить работу, определив приоритетом благополучие всех якутян. В этой связи я обозначу ряд решений, которые должны быть, безусловно, исполнены. С 1 января 2026 года мы обязаны обеспечить повышение минимального размера оплаты труда еще на 20,7%. Это не только требование закона, это важнейший шаг поддержки уровня благосостояния якутян, особенно с невысокими доходами. Необходимо обеспечить достижение целевых значений по заработным платам указанных категорий работников бюджетной сферы. Принципиально важно повышение реальной зарплаты в связи с ростом потребительских цен. Я прошу правительство республики обеспечить запланированную индексацию для работников бюджетной сферы, которые не вошли в майские указы. Да, надо четко осознавать, что работать предстоит в условиях жестких экономических вызовов, в режиме оптимизации расходов, но я еще раз хочу подчеркнуть со всей ясностью и четкостью, социальные обязательства – это для нас абсолютный приоритет.
В 2026 году фонд оплаты труда 117 тысяч работников бюджетной сферы республики будет увеличен на 34,3 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом. Правительству необходимо, несмотря на все трудности, обеспечить полное и своевременное финансирование этих обязательств. Власти, бизнес, гражданское общество – все мы должны объединить усилия, вместе работать на сбережение народа и на благополучие людей. В июне этого года в нашей стране утвержден корпоративный демографический стандарт. Он призван стимулировать участие компаний, бизнеса в улучшении демографической ситуации. Работодатели нашей республики уже вкладываются в людей, в укрепление здоровья людей и членов их семей. В их числе такие предприятия, как Сахатранснефтегаз, Якутский хлебокомбинат, Якутцемент, авиакомпания «Полярные авиалинии» и многие другие. Примером высокой корпоративной ответственности, конечно же, остается и компания «Алроса». Необходимо начать повсеместное внедрение демографического стандарта, в том числе в рамках разработки республиканского трехстороннего соглашения в области социально-трудовых отношений на период до 2028 года. Я прошу правительство республики, Федерацию профсоюзов, региональное объединение работодателей закрепить в новом соглашении внедрение мер поддержки работников с семейными обязанностями. Это могут быть выплаты при рождении детей, компенсация затрат на образование и медицину, помощь в решении жилищных проблем, а также гибкий график рабочего времени и дополнительные выходные дни. У людей должна быть возможность успешно совмещать работу и семью. Это лучшая мотивация к родительству, многодетности, к укреплению семейных ценностей. Будем дальше работать также и на повышение престижа труда, преемственности трудовых традиций, признания заслуг человека перед обществом. У нас более 115 тысяч ветеранов труда Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. На их поддержку в 2026 году будет направлено свыше 4 миллиардов рублей. Народным признанием трудовых достижений простых людей, работников разных отраслей, стала премия «Человек труда». С начала учреждения премия в размере 300 тысяч рублей присуждена уже 150 якутянам. В этом году по инициативе трудовых коллективов учрежден знак «Почетный наставник Республики Саха-Якутия». С 2026 года знак будет вручаться ко 2 марта, Дню наставника, который учрежден президентом России. В октябре этого года горнорабочей компании «Алроса» Александр Сергеевич Тиньшан стал победителем федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». Его пример тысяч тружеников республики вдохновляет людей, открывает возможность для профессионального успеха в Якутии. Александр Сергеевич вместе с нами здесь. Давайте в его лице всех людей труда тоже поблагодарим и поздравим. Уважаемые коллеги, я объявил 2021-2030 годы десятилетием здоровья, чтобы сконцентрировать ресурсы на укрепление общественного здоровья, на повышение доступности и качества медицинских услуг. Мы проходим середину этого периода, и явно результаты уже есть. За 5 лет в городах и районах введены и отремонтированы десятки медицинских объектов, поставлены сотни единиц современного оборудования, в том числе тяжелого, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиографы, диагностические установки. В конце ноября в Якутске открылась смарт-поликлиника городской больницы номер 2. Это поликлиника нового поколения с новейшим оборудованием, с умными цифровыми решениями и искусственным интеллектом диагностики. Высокого уровня медицинской помощи мы добиваемся и для жителей наших районов. Вчера открылся современный лечебный корпус в селе Андреевского Верхнеулюйского улуса. Завершается строительство поликлиники в Амге, лечебных корпусов в Вилюйске, Намцах, больниц в Сангаре, в Нижнем Бестяхе. В Нюрнбергской центральной районной больнице завершен капитальный ремонт ключевых корпусов. В районах вводятся новые фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Строительство медицинских объектов и их оснащение будет и дальше продолжено. Работать предстоит в непростых условиях мобилизации ресурсов, сложности поставки материалов, оборудования. Тем жестче должна быть дисциплина на всех этапах. От проектирования до закупок, до запуска и приема первых пациентов. Такую я задачу ставлю и перед правительством, и перед Министерством здравоохранения республики.
С вводом кардиососудистого и онкологического центра сформирован контур медицины высоких технологий. 77% всех случаев высокотехнологичной помощи жителям республики сегодня уже оказывается здесь на месте, без выезда в центральный регион. С начала этого года более 5000 якутян получили сложнейшие виды лечения в клиниках республики. На доступность высоких технологий на местах влияет также и цифровизация здравоохранения. Работать в отдаленном ФАПе – это сегодня уже не значит быть отрезанным от большой медицины. Цифры говорят сами за себя. За 5 лет количество телеконсультаций у нас выросло втрое – с 10 до 34 тысяч в год. Их география охватывает всю республику. Конечно, мы не имеем права допускать, чтобы расстояния становились препятствием для охраны здоровья людей. В этом году медики Республиканского центра мобильных бригад работали в 28 районах, обследовали почти 37 тысяч человек, в том числе 12 тысяч детей. Работают выездные офтальмологические команды. За 2 года число пациентов, осмотренных на местах, выросло на 60%, а операций на 40%. Врачи-офтальмологи провели свыше 6 тысяч сложных операций в Донецкой Народной Республике. Вернули там зрение сотням новых граждан страны. Это пример профессионального человеческого служения, которое делает честь не только здравоохранению, но делает честь всей нашей республике. В рамках нового национального проекта «Семья» особое внимание направлено на поддержку здорового долголетия, материнства и детства. В республике развивается гериатрическая служба. В 10 районных больницах работают гериатрические кабинеты, 2 из которых открыты в 2025 году. Это Валекминская центральной районной больницы и Якутской городской больницы. Значительно расширена сеть женских консультаций. Почти 40% женщин на селе получают помощь по месту жительства. Ключевая задача сохранения женского репродуктивного здоровья – это снижение количества абортов без медицинских показаний. Важнейшее значение здесь имеет профилактика. В женских консультациях уже работают социальные работники, могут привлекаться и психологи. И, конечно же, здесь Министерству здравоохранения надо работать с частными клиниками по отказу от проведения абортов, как это происходит в других регионах страны и как это первой в республике сделала клиника Яннамед. Цель общей работы – всесторонняя поддержка женщин в осознанном выборе рождения детей, в выборе счастливого материнства. В этом году создан Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков. Проект «Медицинский помощник для семей с маленькими детьми и детьми-инвалидами» вошел в число лучших практик страны. С 1 сентября в 96 школах открылись лицензированные медицинские пункты. В 2026 году начнет действовать республиканская межведомственная программа. Ее цель – создание здоровья-сберегающей среды в каждой школе от ежегодных скринингов и электронных паспортов здоровья до здорового питания, телемедицинских консультаций для детей в отдаленных улусах. Конечно, сами по себе новые стены и оборудование не имеют смысла без главной нашей силы, наших медиков. В этом году в больницы республики пришло рекордное число выпускников медицинских вузов и колледжей – 925 молодых специалистов. Это в 2 раза больше, чем в 2024 году. Рост кадрового потенциала нашего здравоохранения налицо. Тем не менее, люди продолжают жаловаться на долгое ожидание приема узких специалистов, и Минздраву здесь необходимо дальше работать для решения этих проблем, совершенствовать процессы по всей системе здравоохранения. В этом году серьезной проблемой для многих людей стали перебои с льготным лекарственным обеспечением. На 2026 год в государственном бюджете на эти цели заложено 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Это на 1 200 миллионов рублей больше, чем в этом году. Правительству необходимо обеспечить стабильное, своевременное финансирование без уменьшения объемов. Такой же подход должен быть и в части финансирования санитарной авиации, на которую предусмотрено 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Это почти 2-кратное увеличение к 2025 году. В это сложное время, да еще в наших суровых условиях, эти вопросы, конечно же, имеют жизненно важное значение для всех жителей республики. Уважаемые друзья, 25 лет назад, 15 марта 2000 года, наш первый президент Михаил Ефимович Николаев провозгласил доктрину здорового образа жизни.
Наряду с духовностью, образованностью, трудом и чистой средой именно здоровье было заявлено важнейшей жизненной ценностью якутян. Но сейчас, по прошествии уже четверти века, мы еще все равно вынуждены отмечать наличие острых проблем. Несмотря на значительное снижение за последние годы, все еще, на мой взгляд, остается высоким уровень потребления алкоголя. В лидерах антирейтинга среди регионов Дальнего Востока мы находимся по табакокурению. Жизнь показывает, что одними запретами и ограничениями здесь мало чего можно добиться. Люди должны видеть для себя ценность отказа от всего, что мешает быть здоровым и духовно, и физически. Для этого нужны условия, нужна здоровая среда, возможность заниматься спортом вместо распития алкоголя. Работа в этом направлении идет. Строятся спорткомплексы, стадионы, катки, бассейны. С 2020 года у нас в районах республики введено крупных уже 40 спортивных объектов. В каждой новой школе, садике обязательно также появляются красивые современные спортзалы и спортплощадки. Результат есть. За 5 лет число якутян, занимающихся спортом и физкультурой, увеличилось более чем в 1,5 раза и достигло 62,5%. Тем не менее, мы должны идти дальше. Не просто фиксировать статистику, а улучшать качество услуг в этой сфере, причем не только в бюджетных учреждениях. Надо активнее вовлекать частные организации в общую работу, расширяя для людей доступность инфраструктуры на местах. Это сейчас базовая задача Министерства спорта Республики вместе с органами власти на местах. В июле этого года в Татинском Улусе на самом высоком уровне проведена 22-я спартакиада национальных видов спорта «Игры Манчары». В рамках подготовки к играм построены современные спортивные объекты. В целом Ытыккүль у нас преобразился. На таком же уровне нам надо будет провести подготовку предстоящим крупнейшим спортивным событиям в Нюрбе и в Покровске. Жители этих районов, как и татинцы, должны получить самые широкие возможности для приобщения к физической культуре и спорту. Четверть века продвижения здорового образа жизни – это серьезный повод для осмысления пройденного пути, для обновления стратегии сбережения народа. Я поручаю правительству подготовить и принять новую региональную программу по здоровье-сбережению на период до 2030 года. Программа должна содержать конкретные меры по всем направлениям. От масштабных информационных кампаний и социальной рекламы до укрепления наркологической службы, расширения сети психологической и кризисной помощи. Надо честно и открыто принимать вызовы, надо перейти здесь к реальной работе для благополучия жителей республики сейчас и в будущем. Уважаемые коллеги, в заботе о будущем мы продолжаем работу по улучшению инфраструктуры образования. Последнее пятилетие по темпам строительства превосходит, наверное, несколько предыдущих десятилетий. С 2020 года у нас в республике введено уже 62 школы, 36 детских садов, проведен капитальный ремонт более 100 объектов образования, включая и арктические районы. Свыше 40 тысяч наших детей получили возможность учиться в более комфортных условиях. Работа продолжается в рамках новых национальных проектов, программ развития Дальнего Востока, в том числе мастер-плана развития города Якутска и города Нерюнгри. В этом году в столице республики введены крупнейшие объекты. Средняя школа номер 40 имени Михаила Ефимовича Николаева, школа адаптивного образовательного комплекса, уникальная школа. Это замечательные школы, как и многие другие, введенные в республике, высоко поднимают стандарт современных условий для учебы и воспитания наших детей. На фоне такой большой работы я рад сегодня, наверное, в первый раз уже вот с трибуны за долгое время отметить позитивные сдвиги в качестве школьного образования. В финалах всероссийских олимпиад наши ребята впервые завоевали 10 побед и призовых мест по 5 предметам. Это лучший результат с 2009 года. Есть улучшения по итогам единого государственного экзамена по физике, по информатике. В этом году впервые сразу 6 наших школьников, выпускников стали 100-бальниками по профильной математике. Но текущие успехи не снимают с нас необходимости работать дальше на системное улучшение качества образования. Для каждого ребенка, независимо от его места жительства и его базовых способностей.
Средние баллы ЕГЭ в республике по всем предметам все еще ниже среднероссийских. Треть выпускников не сдают ЕГЭ по выбранным предметам. В агрошколах показатели ЕГЭ по ряду предметов на 10-12 баллов ниже средних по республике. А ведь они являются единственными центрами образования для более чем 40 наших сел. Малокомплектные сельские школы, а это уже 44% всех школ республики, также, к сожалению, пока еще не выдерживают конкуренции по качеству с городскими. Я уже говорил, что мы все понимаем важность сохранения села как колыбели родных языков и культуры, ну а сами при этом вынуждаем семьи с детьми переезжать в города, где гарантирован более высокий уровень образования. Решение этих проблем требует новых подходов, широкого использования всего современного арсенала организации учебного процесса, в том числе цифровых технологий и сетевого обучения. Для этого у нас сегодня есть все возможности. Все учебные заведения республики имеют бесплатный доступ к интернету. За 5 лет по нацпроекту образования в школы республики поставлено свыше 11 тысяч единиц цифрового оборудования. Достигнутый уровень цифровой зрелости позволяет уже развивать дистанционные технологии, увеличивать охват учащихся, особенности из отдаленных районов и из малокомплектных школ. Но в целом, конечно же, нужна и новая схема расстановки развития организаций общего образования в увязке с пространственным развитием республики и с учетом долгосрочных социально-демографических прогнозов. В этой связи на августовском совещании я поручил правительству республики, Министерству образования и науки совместно с Министерством экономического развития в срок до 1 марта 2026 года представить соответствующий план. Эту работу необходимо провести с участием органов местного самоуправления, с решением назревших вопросов организации отрасли образования, самой крупной у нас по бюджетному финансированию. В итоге мы должны выйти на оптимальный баланс, который бы в первую очередь определял бы высокое качество образовательных услуг для наших с вами детей. Безусловно, структурная оптимизация, упорядочение штатных расписаний не должны быть проведены в ущерб учебному процессу. Я особо подчеркиваю, что в обязательном порядке должны быть сохранены объемы и часы изучения родных языков. Еще раз обращаю на это внимание Министерство образования и науки. Речь не идет никоим образом о закрытии школ и садов, но здесь надо отходить от решений исключительно в пользу сохранения рабочих мест, как сегодня, к сожалению, бывает. В первую очередь это касается административно-управленческого персонала. Есть школы, причем небольшие, где завучей в разы больше, чем рекомендовано федеральными нормативами. Есть районы, где бесконтрольно раздувались штатные расписания, содержались много работников, но зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда. Это, я считаю, недопустимо. Работа по упорядочению штатных расписаний должна сопровождаться также и анализом зарплаты педагогов. Она сильно разнится по районам при одинаковых условиях. Надо разработать и внедрить справедливые нормативы для всей сферы. Главам муниципальных образований необходимо учесть единые подходы по содержанию сети учреждений образования и подписать с правительством планы по их структуре и штатам со сроком реализации уже в 2026 году. Моим указом о развитии единой системы образования определены задачи по подготовке профессиональных кадров для растущей экономики. Результативные шаги сегодня делаются. В 70% школ республики уже открыты профильные классы, в том числе и политехнической направленности. Ряд школ одновременно с аттестатом выдают уже свидетельство о рабочей специальности. Такую практику надо поддерживать и максимально расширять. Развивается база среднего профтехобразования. В районах открываются филиалы колледжей. С участием промышленных компаний создано более 40 современных учебно-производственных мастерских. Но востребованность квалифицированных кадров среднего звена все больше и больше возрастает. По данным Госкомитета по занятости республики, в течение года было открыто по республике 43 тысячи вакансий. 43 тысячи вакансий, друзья. Из них 60 на рабочие специальности в производственном секторе. Недавно мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, вот как раз на совете по нацпроектам, я тоже принимал участие, привел впечатляющие цифры. В этом году половина выпускников 9 классов в Москве поступила именно в колледжи. В целом по России среднее специальное образование в этом году выбрало 62% девятиклассников. В техобразовании страны сегодня учатся уже почти 4 миллиона ребят. Это рекордная цифра за последние 50 лет. Получается, что
ребята лучше нас, взрослых, понимают свои перспективы и меняют свое отношение к выбору рабочей профессии. Ответ на этот запрос должен быть и у нас. У нас в республике, вот по итогам этого года, например, в колледжи поступает 25% выпускников 9 классов. Это, конечно же, связано и с ограниченным количеством мест в колледжах, с ограниченным выбором специальностей, со слабой материально-технической базой профтехобразования. Работа здесь ведется, но нам необходимо ее усиливать. По федеральному проекту «Профессионалитет» в республике созданы и действуют отраслевые центры подготовки специалистов среднего звена для сельского хозяйства, образования, горнодобывающей отрасли. В 2026 году начнет работу медицинский кластер. Ставлю перед Министерством образования и науки задачу усилить работу с индустриальными партнерами по подготовке кадров под ключ. Нужно усилить совместную работу по участию в федеральных конкурсных отборах. Результатом должно стать создание отраслевых учебно-производственных кластеров по таким направлениям, как информационные технологии, строительство, транспорт, топливно-энергетический комплекс, электротехника, а также туризм и креативные индустрии. Серьезный запрос к изменениям есть и в высшей школе. В первую очередь в Северо-Восточном федеральном университете имени Максима Кировича Амосова. Структурные изменения в экономике, развитие инновационных отраслей, динамика цифровой трансформации требуют опережающей адаптации программ подготовки кадров для всех сфер. Наш флагманский вуз должен реализовать свой потенциал как один из ведущих центров научно-технологического развития не только Якутии, но и всего северо-востока России. Уровень задач в сфере продовольственной безопасности и аграрного производства требует активного внедрения в АГАТУ направлений подготовки по актуальным специальностям. Усиление роли Центра творческих компетенций мы ожидаем от вуза, который получил 10 декабря новый высокий статус Арктического государственного университета искусств, культуры и креативных индустрий. Объединить научно-образовательный и инновационный потенциал наших ведущих вузов призван проект создания межвузовского кластера, который будет называться у нас корпус по межвузовскому кампусу. Надо подготовить качественную заявку на участие в федеральном конкурсе, обеспечить победу и воплотить в жизнь проект будущего нашего профессионального образования и нашей якутской науки. Миссия единой системы образования – это подготовка юного гражданина к профессиональной деятельности, воспитание сильной личности, нацеленной на жизненный успех для своего блага, для блага семьи и всего общества. Наш нравственный и моральный долг – вырастить детей с правильными ценностями любви и преданности Родине. Об этом говорили участники 3-го антифашистского форума, который прошел у нас в конце ноября здесь, в Якутске. Привитие навыков военной подготовки с младшего возраста – одно из важных направлений. Более года у нас уже в Якутске действует филиал Центра «Воин». За это время в центре успешно прошли обучение более 1700 ребят. Уже есть и большие, я бы даже сказал, очень большие достижения. В том числе победа на первых всероссийских военно-тактических соревнованиях «Путь воин» с участием всех филиалов центра. Сегодня команда юных воинов Якутии здесь находится тоже. Ребята, встаньте, пожалуйста. Давайте мы все их вместе поздравим с победой и пожелаем самых больших успехов. 16 декабря состоялось событие исключительного значения. В городе Якутске открылся многофункциональный молодежный центр «Патриот». Впервые появилось место именно для молодежи, где будут поддержаны их идеи и инициативы. Центр станет местом притяжения молодежи республики, где можно учиться новому, место развивать волонтерство, творческие, социальные проекты. Молодые якутяне – настоящие патриоты. Они умеют продвигать сильные идеи, творить добрые дела. Центр «Патриот» откроет для них возможности увереннее брать в свои руки многие направления развития республики. Уважаемые друзья! Президент России Владимир Владимирович Путин объявил 2026 год годом единства народов России. Он заявил, что всех нас объединяют общие ценности, что именно в сплочении сила и непобедимость России.
преддверии этого года у нас в республике создано отделение Ассамблеи народов России. Мы будем и дальше следовать традициям межнациональной дружбы, воспитывать молодежь в духе уважения к культуре каждого народа, чтобы наша республика оставалась для всех них родным домом в составе Великой России. Укреплять идентичность многонационального народа, наши общие нравственные ориентиры, единую волю к развитию – вот к чему нам надо всем сейчас стремиться. У нас в следующем году будут выборы в Государственную Думу, Федеральное собрание. И вот как раз именно единство, именно сплоченность нашего многонационального народа, я уверен, приведут к тому, что будут выбраны депутаты Государственной Думы, которые реально будут защищать интересы всего многонационального народа нашей Якутии. В укреплении идентичности всего нашего многонационального народа, конечно же, у нас есть крепчайшая фундаментальная опора. Это наша многогранная самобытная культура, созданная на фундаменте общероссийской, мировой культуры. Она вобрала в себя наследие и традиции всех народов Якутии. Перед лицом испытаний именно культура наделяет нас особой стойкостью, становится источником силы духа. Чтобы традиционные культурные и духовные ценности еще сильнее укрепили и объединили всех нас, я объявляю 2026 год в Республике Саха-Якутия годом культуры. Целью этого года станет сохранение нашего культурно-исторического наследия, развитие в духе времени творческого потенциала культуры и искусства, повышение культурного уровня каждого жителя республики и нашего подрастающего поколения. Перед правительством, перед Министерством культуры и духовного развития я ставлю задачу улучшения форм и содержания культурной жизни во всех муниципальных образованиях. Для этого у нас с вами есть все возможности. За последние годы в республике создана целая сеть современных, а иногда и современнейших центров культуры. Все они должны стать центрами общественной жизни, местом просвещения, творчества и самовыражения якутян. Переломное время, время переоценки многих взглядов, очень важно усиливать влияние искусства на умы и настроение людей. В художественном и театральном искусстве, в литературе и кинематографе, во всех жанрах должны создаваться произведения, вдохновляющие и сильные по духу, современные по образу и форме, патриотичные и объединяющие по содержанию. Такие задачи стоят сегодня перед творческими союзами и деятелями искусства Якутии. И я надеюсь, что смысл объявленного года культуры станет для них стимулом творческого взлета. Год культуры станет стартом третьего десятилетия нашего героического эпоса Олонхо. Подчеркивая неоспоримые достижения двух прошедших десятилетий, сегодня я подписал указ о признании театра Олонхо объектом культурного достояния народов Якутии. Признавая важнейшую роль национального театра Якутии, созданного в далеком уже 1906 году в становлении культуры и формировании самосознания народа, также моим сегодняшним указом день 16 января объявлен днем основания Якутского национального театра. В 2026 году мы будем отмечать 135-летие нашего старейшего, всеми любимого русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина. В год культуры откроется новый комплекс Высшей школы музыки, который строится по прямому поручению президента России. И, конечно же, ярчайшим событием этого года всероссийского масштаба станет открытие в городе Якутске Артистского центра эпоса и искусств, где будут творить мастера классического искусства, традиционных и современных эпических жанров. Якутия будет и дальше щедро делиться достижениями своего искусства со всей страной.
Мы будем вносить свой вклад во взаимно-духовное, нравственное обогащение народов России. В этом очень важно участие Якутской епархии Русской Православной Церкви, которая в этом году отметила свое 155-летие. Важно участие последователей традиционной веры народа Саха, представителей ислама, представителей буддизма, всех людей, кому дороги вечные ценности мира, добра и человечности. Высокая культура многонационального народа Якутии дает нам силы в нашем движении вперед. Все жители республики, независимо от национальности, вероисповедания или политических предпочтений, являются хозяевами своей судьбы, судьбы нашей Родины. Так было и так будет всегда. Дорогие якутяне, дорогие друзья, в наступающем году мы будем вместе трудиться на благо нашей родной республики, ради победы нашего Отечества. Мы еще крепче сплотимся, вместе сделаем все для победы России, для процветания Якутии, для счастливой жизни каждого ее жителя. Я поздравляю всех вас с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым, счастья и победы всем нам. Келенер хаңағылынан, келенер ороспоннан күнді бейді дұлақтарым, бары бірге көйіға, бары бірге кәскілге, мақтал болу. Возвращаемся в студию. Станислав Семенович, как вам решение? 2026 год будет годом культуры. Действительно, немножко может быть необычно, но я думаю, что это действительно так, потому что нас в следующем году ждут вот эти большие, очень знаковые мероприятия по открытию и Арктического центра эпоса, и Высшей школы музыки, строительство здания, которое продолжается уже, наверное, на стадии завершения. Ну и вот Арктический институт культуры и искусств буквально вот 10 числа получил добро на изменение статуса, то, что сказал Арсений Сергеевич.
И как раз это получается тоже по его же указу, по его заданию, по указу прошлого года, как я вот говорил, когда мы до послания встречались, в указе по креативным индустриям там было дано указание подготовить документы для изменения статуса как раз из института в университет. И это тоже в том числе. Ну и, конечно же, было сказано, мы с вами проговорили до послания, и многие, Надежда, многие позиции, они... Ну вот я тоже хочу спросить, насколько совпало? Ну вот фактически многие позиции, Арсений Сергеевич о них сказал, и ведь очень острые углы он не обошел стороной, он их озвучил. Потому что кто-то, видимо, боялся или говорил, что не будут они озвучены, те проблемы, те болевые точки. Ясное дело, что мы сейчас в несколько сложных условиях экономических находимся. Но, тем не менее, сказать, озвучить и дать задание правительству найти пути решения этих ситуаций, это, наверное, очень-очень важно и ценно. Ну вот из того, что мы говорили, это и 80-летие Победы, это и вопросы энергетики, это вопросы ЖКХ, то, что проговаривали мы с вами, да? Вы заметили, как много было в речи Арсения Сергеевича уделено внимание здоровью матерей, здоровью детей, потому что это будущее нашей республики. Ну и, соответственно, профессионалитет и высшее образование. Мы должны готовить кадры, должны готовить хорошие, профессиональные кадры, которые смогут поднимать и развивать нашу республику. Вот мне очень высказывание главы республики понравилось, что решение всех задач зависит от качества управления. На ваш взгляд, насколько озвученные тезисы сегодня отвечают запросам общества и экономики? Вот фактически, наверное, как раз все сводится к тому, что сейчас не хватает хороших управленческих кадров. Хороших кадров, вот то, что некоторое время было у нас потеряно в связи с реформами образования, сейчас, со следующего года, опять же, грядет небольшое изменение в системе высшего образования, поскольку сейчас настрой идет на практикоориентированность, для того, чтобы ребята, выходя с дипломом о высшем образовании, были больше привязаны к работе, чтобы они знали суть своей работы, чтобы сразу со студенческой скамьи они могли идти работать на производство. То же самое, что сейчас по многим отраслям, я думаю, и в сельском хозяйстве, и в федеральном университете, то же самое и у нас в Арктическом институте. Студенты сами уже, начиная с 1-2 курса, включаются во всевозможные проекты вместе с преподавателями, вместе внутри творческих групп могут реализовывать те или иные проекты. Они знают работодателей, они знают свои места работы, и они знают суть этой работы, с чем им придется сталкиваться. То же самое касается управленческих кадров. У нас в республике есть высшая школа экономической подготовки кадров, ВШИН, да, и на базе этой школы ведется подготовка управленческих кадров, как раз тех людей, которые работают в министерствах, ведомствах и муниципальных образованиях. Ну что ж, Станислав Семенович, ваша позиция ясна, она очень даже интересна. Я хочу вас поблагодарить, что вы сегодня выступили у нас экспертом в студии, что нашли для нас время, по возможности заглядывайте к нам еще. Спасибо большое. Напомню, что экспертом сегодня выступил у нас председатель Общественной палаты Республики Станислав Иванов. Ну а сейчас я предлагаю снова переместиться в зал Республики. Там находится мой коллега Петр Васильев. Говорили о социальной политике, говорили много о чем. Подробности послания готов поведать мой коллега. Он с нами на связи. Петя, приветствую еще раз. Совпали ли ожидания членов общественности? Надя, приветствую. Надя, приветствую. Действительно, без малого 1,5 часа глава республики Айсен Сергеевич Николаев озвучивал послание Государственному собранию ЮЛТМН на 26-й год. Ты абсолютно правильно ответила. Социальная сфера, развитие образования, здравоохранение, демография, экономическая ситуация – все это нашло отражение в тексте, в посылах послания главы республики этого года. Ну, я думаю, главное событие, которое венчает эту 1,5-часовую речь, это 1,5-часовые тезисы, это объявление 26-го года годом культуры.
О том, с какими целями и перспективами мы выходим на год грядущий, я предлагаю поговорить с заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергеем Местниковым. Сергей Васильевич, во-первых, добрый день. Какие основные тезисы вы нашли для себя наиболее релевантными, субстантивными, так сказать, для сферы нашей республики? И в целом о годе 26-м, год развития, год культуры у нас. Какие основные направления работы? Да, глава республики в своем ежегодном послании остановился на основных достижениях уходящего года в сфере промышленности, экономики, сельского хозяйства. Действительно, эти достижения, они в текущих условиях, непростых условиях, они являются достаточно ощутимыми, сильными, и они сказываются, конечно же, на качестве жизни наших жителей нашей республики. И самым ожидаемым, конечно, событием было, какой год будет объявлен 26-й год. И глава республики объявил 2026 год годом культуры Республики Саха-Якутия. Конечно же, Республика Саха-Якутия является богатой республикой с точки зрения многообразия культур, традиций, обычаев, родных языков. Здесь в мире и согласии проживает много народов нашей республики, и этим самым главным ориентиром единства этих народов является культура, культурное многообразие. И глава республики объявил следующий год годом культуры. Это, конечно же, традиционная культура народов нашей республики, это и современная культура, искусство, духовное развитие народов нашей республики. Вы знаете о том, что президент страны Владимир Владимирович Путин недавно в своей пресс-конференции отметил, что республика очень богата талантливыми людьми, которые здесь проживают и развивают нашу республику. Это действительно так. И, конечно же, мы в следующем году создадим все условия для того, чтобы наша культура еще раз развивалась на долгосрочную перспективу. Абсолютно справедливо глава республики Айсен Сергеевич отметил о том, что в текущих условиях очень важно единство, сила духа, стойкость. И самой главной опорой этих принципов является культура. Когда целый народ опирается на свою собственную культуру, культуру своего народа, то он непобедим и преодолевает все трудности. Сергей Васильевич, спасибо. Я уверен, что нам действительно будет на что сделать акцент, учитывая наше богатое прошлое и не менее богатое настоящее. Ну, а мы идем далее. Сергей Васильевич, спасибо. К слову о силе духа непобедимости. Здесь огромную, я думаю, огромную роль играют и наши бойцы, участники специальной военной операции, и, конечно же, те, кого по праву называют нашим будущим, наша молодежь. Им в этом послании была также выделена огромная роль и участникам специальной военной операции, и молодежной политики. Обо всем этом подробнее я предлагаю поговорить с министром по делам молодежной политики и социальной коммуникации Петром Витальевичем Шамаевым. Петр Витальевич, здравствуйте. Как находите послание этого года? Какие основные тезисы для себя отметили? Ну, очень радует тот факт, что Айсен Сергеевич охватил все стороны развития республики, особенно акцентировал внимание на развитии районов, сельских поселений. В этом году мы открыли молодежный центр «Патриот», и с такими же проектами будем идти сейчас в районы. И планируем, чтобы наличие специалистов по молодежной политике в районах оно было обязательным. Будем работать в этом направлении. И, конечно же, были обозначены ряд проблемных моментов и ряд позитивных моментов, достижений, которые у нас есть. Не просто вот послание, в котором там все хорошо, а вот есть моменты, над которыми мы должны работать как правительство. Я думаю, в следующем году, вот в год единства, наш народ объединится и, конечно же, вот с нашими проблемами, которые на сегодняшний день есть, мы будем справляться дружной одной командой. Не могу не спросить про ту оценку, которую Владимир Владимирович вот в ходе недавней пресс-конференции дал нашим бойцам. Что это и для тех, кто на передовой, и для в целом сообщества, содружества значит такая большая оценка? Ну, это правда, потому что наши ребята воюют как есть. Лишних слов, вопросов не задают, делают то, что надо. Ни больше, ни меньше. И мне кажется, на самом деле, каждый солдат, который там находится, работает осознанно и, как говорится, вот отдает всего себя своей работе.
Конечно же, вот спасибо огромное нашим героям, спасибо вот Туте за вот этот подвиг, который он совершил. После этого, конечно же, отношение к нашим бойцам стало особенным, скажем так. Ну и, конечно же, спасибо нашим гуманитарщикам и правительству республики, Арсению Сергеевичу, то, что не забывает нас. Мы увидели то, что гуманитарная помощь приходит, наверное, каждому, наверное, вот, бойцу из республики Саха-Якутии. И, соответственно, вот, всеобщая поддержка на какой-то другой вот уровень вводит наших солдат, потому что очень важен же дух. Там лишения очень большие, очень трудные, и все равно задаешь себе вопрос, почему я здесь. Вот гуманитарная помощь, конечно, она дает определение, дает ответы на вопросы, которые там появляются у солдат. А если у него с духом все нормально, конечно же, он работу будет делать лучше, чем остальные. Наверное, вот это связано с этим. Петр Витальевич, благодарю вас, во-первых, за комментарий, за оценку. О силе духа сегодня говорили тоже очень много. Я думаю, что вот как раз та связка культуры и силы духа, она сыграет ключевую роль у нас, и в том числе в деле приближения победы. Спасибо. Надежда, ну вот такие итоги у нас послания этого года. Действительно получилось всеобъемлющим, задающим новые векторы и продолжающим векторы работы, которые задавали в предыдущие 3- и 5-летки. Уверен, что послание обязательно принесет свои плоды, как многие эксперты вначале и говорили. Действительно, вектор работы задан не только на год, но и на ближайшую 5-летку. Я передаю тебе слово, к этому часу у меня все. Петр, спасибо. Действительно, вопросы социальной политики и силы единства остаются актуальными. Я тебя благодарю за работу. Будем ждать новых комментариев и отзывов о послании главы Якутии. Ну а на этом мы завершаем наш эфир. Благодарим всех зрителей. Мы продолжим следить за развитием событий. Напомню, что в студии для вас работала Надежда Саханская. Оставайтесь с нами.